Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Давайте узнаем, кто о вас мечтает, кто этот мужчина. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. И давайте посмотрим, кто о вас постоянно мечтает, в чем мечты этого человека. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы, вот моими руками, пусть откроют, потому что сейчас это закрыто, это очень важно, можете узнать. Итак, мои хорошие, кто же о вас мечтает? Ну, вы такая муза, да? Вы женщина, о которой просто невозможно мечтать. О вас многие думают, многие вас хотят, вот так бы я сказала. И мечтают тоже многие о вас. Но вот есть один, кто прям из всей этой толпы выделяется. Вообще очень интересная женщина. Вы очень привлекательная внешне, у вас невероятная харизма и какая-то просто бешеная сексуальная энергия. Ну вот вы, возможно, в себе этого не замечаете, но мужики это просто вот на раз, два, три улавливают. И сколько бы вам лет не было, на вас смотрят все, понимаете, от мала до велика, да, и стар, и млад смотрит на вас. Прям нравитесь, вы очень многим нравитесь. Вообще показано, как-то вы мужчинам настроение поднимаете. Возможно, мужчины вами впечатляются, мужчины рядом с вами прям расцветают, там героем хочется показаться, да, вот прям производите впечатление. И также показано, что вы очень умная женщина, что у вас очень высокий интеллект, уровень интеллекта, вы очень развиты в интеллектуальном плане, разумеется, и вы такая, знаете, умеете совет дать и подсказать. У вас есть такая черта, что вы вот мимо не пройдете, особенно если видите, что кто-то нуждается, либо кому-то нужна помощь. Вы всегда остановитесь, вы всегда поучаствуете, вы всегда поможете, подскажете, не знаю, там, утешите в конце концов. Вы очень добрый человек, добрый, и ваша доброта, она тоже очень манкая. Ведь гораздо приятнее общаться с добрыми людьми, чем со злыми. Очень приятное в общении, ну и очень красивая, очень симпатичная, такая прям манкая, вы очень манкая. Так, про других мужчин не буду рассказывать, вы сами это видите. Вы видите, как блестят глаза мужчин, с которыми вы общаетесь. Даже мимо проходите и видите, как у мужчин на вас глаза блестят. И причем видите, еще будете много-много лет видеть это все. Привлекаете, вы очень привлекаете мужчин. Но давайте перейдем к тому, кто о вас постоянно мечтает. Здесь вот показали этого мужчину, он такой немножко уставший, либо у него сейчас проблемы в жизни, либо со здоровьем проблемы, ну, либо как-то много всего на него навалилось. На его спине катаются люди, ну, в прямом смысле слова. Катаются, им пользуются, ну, либо он у них, не знаю, в рабстве находится, в конце концов. Прям такие наглые, не щадят его, не жалеют, не щадят, еще и погоняют. У кого-то еще отыграет, что этот мужчина не свободен. И получается тогда вот эти люди — это его семья, которая им пользуется. То есть они ему не дают ни любви, ни нежности, ни заботы, ни участия, а только лишь пользуются. Да? Вот принеси, подай, заработай, отвези, подвези, сделай. Да? Вот в таком ключе. Семья, там, жена, дети, может быть, семья, там, родители, братья, сестры. Он очень порядочный и ответственный человек. Он человек, который много работает и очень мало отдыхает. Не потому, что ему не хочется, а потому, что ему просто вот как-то не позволяют отдыхать. Вот прям жизнь сплошная тяжелая рутина, и вот он эту лямку тащит, и ему тяжело. Когда этот мужчина встретил вас,
вот как будто бы что-то щелкнуло у него в голове. Вы настолько произвели на него впечатление, настолько вы, ну вот прям как ангел, да, женщина-ангел. Возможно, вы его коснулись, возможно, вы какие-то добрые слова ему сказали. Вот он прям первую вашу встречу досконально запомнил, постоянно прокручивает у себя в голове. И благодаря тому, что он вас встретил, у него как второе дыхание открылось, да. Возможно, он вообще был человеком с потухшим взглядом, да, когда вы встретились. А когда он вас увидел, он такой, блин, ну есть же счастье, да, есть же такие прекрасные женщины, да, возможно, и любовь, она мне тоже доступна. Вот с того момента он начал о вас мечтать. Начал мечтать лишь только об одном, что он называет вас своей, а вы называете его своим. Об этом он мечтает. То есть он хочет вас для любви, для жизни, для будущего. Чтобы прям жить на одном дыхании, да, быть всегда вместе. Но вот эти паразиты сверху, они его просто вот доканывают, прям в смысле слова. Но мне почему-то идет, что все-таки это не родители, братья, сестры, а больше как его именно семья. Да? Скорее всего, он женат, и это жена и дети. Может быть, родственники тоже жены туда тоже залазят к нему на спину, и он всех катает. Смотрите, этот мужчина, он не молод, сразу говорю, да, он прожил жизнь, у него есть опыт, он многое повидал, он умеет разделить, отделить плохое от хорошего, добро от зла. То есть он это все видит, понимает, разбирается. И до вас у него жизнь была такая прям, знаете, обреченная, безнадежная. То есть он не видел выхода, он не понимал, зачем. Да? Он такой, ну типа, это мое бремя, и буду его тащить. Да? Для меня никаких других вариантов нет. А после встречи с вами вот до него дошло, что есть другие варианты. Можно всех этих паразитов вот разом скинуть, не жить для них, жить для вас, жить для себя, жить для личного счастья. Это сложное решение, и ему, конечно, потребовалось на это время. Еще, наверное, какое-то время потребуется на то, чтобы это все воплотить, осуществить. Но он уже на пути к этому. Считайте, что он уже первый шаг к этому сделал. Если вы понимаете, о ком идет речь, да, возможно, вы с этим мужчиной испытываете друг к другу симпатию, может быть, у вас с ним роман, и вам кажется, что невозможно, чтобы он там взял и ушел от семьи, то вы очень сильно ошибаетесь. Ради такой женщины, как вы, он готов на все. Ради вас, еще раз говорю, ради себя, ради любви он готов на все. Он уже сделал первый шаг. То есть решение, осознанное решение, им уже было принято. Остался второй шаг, да, довести это решение до ума, реализовать это решение. Вот будете смеяться, но первый шаг был самым сложным. Там он боролся со своими какими-то устоями, моральными принципами, навязанными этими условностями общества, да, вот со всем этим боролся. Первый шаг для него был самым сложным и самым долгим. А вот второй шаг, он будет гораздо легче и гораздо быстрее. Вот именно уйти от них, от тех, кто им пользуется, кто его совершенно не любит и не ценит, уйти именно к той женщине, с кем он прям сердцем чувствует, счастье обретет. Что нужно сделать? Дать ему время, либо просто все пустить на самотек. Да? На него давить нельзя, потому что он сейчас в таком состоянии, у него просто нервная система настолько давит на иммунитет, что иммунитет прям такой слабенький, прям еле-еле там чувствуется у него, да, он болеет в последнее время, у него могут какие-то болячки вылазить. И все это на нервной почве, да, и все это из-за вот этого первого шага, на который он, слава богу, решился. Что может дать этот мужчина вам? Много чего может дать. Он может дать вам новую прекрасную жизнь, он может дать вам стабильную жизнь, он может дать вам свою любовь, свою защиту, свое покровительство. Он может всего себя вам отдать. Вот он такой человек, он не спрашивает, а что ты дашь мне взамен? Вот ему ничего от вас не надо. Все, что ему нужно, это просто быть рядом с вами, это просто вас любить, это за вами ухаживать, делать вас каждый день счастливой. Вот это ему нужно, это его цель. Если вы боитесь каких-то последствий, но он в силах все эти последствия убрать. Вот я вижу, что его семья от него сильно материально зависима. И
Он будет, конечно, от них откупаться и что-то им будет оставлять, это как бы бесспорно. Но он такой человек, что он всегда может заработать. У него к этому талант, у него, опять же, стимул будет, да, потому что вы у него есть. Возможно, он сможет найти такой способ, чтобы их всех там успокоить, да, чтобы рты им закрыть, чтобы они не ходили, там, вас не беспокоили, чтобы там слухи не распускали. То есть я вижу, что он найдет такой рычаг давления, да, на этих вот своих паразитов, назовем их так. Но не могу их назвать семьей, не могу назвать людьми, потому что они на нем катаются, они его бьют, они делают ему бесконечно больно. Там нет любви, там нет уважения, понимаете, он их полностью обеспечивает, содержит, а они даже его за это не уважают. Так не идет, пользуются, просто пользуются. И им совершенно наплевать, что у него там со здоровьем, как он себя ощущает, там, кушал ли он, выспался ли он. Вообще все равно, вот только дай и сделай. Вот как-то так идет, требования одни только. Вот он сильный человек, и характер у него сильный. Он сможет. Тем более, еще раз говорю, ради такой женщины, как вы, тут и океан можно переплыть, либо выпить даже, он сможет. Единственное, что на это, конечно, немножко времени уйдет. Хотелось бы прям очень быстро, но быстро, что кошки только родятся, и то не всегда. Кто кошатник, тот меня понимает. Ну, в общем, девочки, он на правильном пути. Мечты у него максимально положительные. Мечта о счастье, мечта о любви, об общем доме. Знаете, как засыпать и просыпаться вместе с вами. Вместе путешествовать, куда-то ходить, что-то приобретать, чем-то заниматься. Да, вот об этом он мечтает. Он такой говорит, ну вот хотя бы там на старости лет, ну хотя он не старый, да, я хочу пожить, я хочу быть счастливым. Я хочу там путешествовать, да, я хочу жить так, как я хочу, а не так, как меня заставляют жить. Такой человек. Мне вообще кажется, что он какой-то то ли начальник, то ли он какой-то бизнесмен. Но вот как деньги у него, все деньги у него, да, деньги к нему постоянно приходят. Он что-то делает, он как-то наладил свою жизнь, что деньги к нему постоянно приходят. И именно в деньгах у него нет нужды. Вот нет такой потребности, что вот мне нужно с утра до ночи работать. Скорее даже, знаете, как похоже, что вот эти вот паразиты, которые у него там на спине прыгают, они его довели до такой жизни, что он предпочитает просто вот с утра до ночи на работе пропадать, лишь бы их не видеть, да, лишь бы лишний раз с ними не соприкасаться, не получать эту душевную травму, да, когда он с ними общается, видит вот это все пренебрежение, вот это абьюзивное отношение. Так мне идет. Плюс еще, знаете, что показано? Показано, что у него то ли какое-то имущество есть, то ли какое-то наследство. Но вот он не бедный мужчина, не бедный. И ему так вкалывать не надо. Да? Он прям вполне себе со всех сторон обеспеченный. Даже если он что-то оставит о своей семье, он все равно не останется на улице. Но это не тот человек, у него судьба не такая. Если вы с этим мужчиной сойдетесь, вы очень многое обретете, как я уже сказала. Да? Вы обретете, во-первых, верного, надежного человека, доброго и открытого, любящего, по-настоящему любящего. Вы обретете материальную стабильность, да, материальное благополучие, но и обретете открытый мир. Вот он вам мир должен открыть. То есть, скорее всего, путешествовать. Да, может быть, вы вместе куда-то поедете, переедете подальше от всего этого бедлама. Итак, мои хорошие, давайте подытожим. У одних из вас отыграет, что этот мужчина, вы с ним общаетесь, встречаетесь, у вас роман. И он вам, скорее всего, уже сказал, да, что он выбирает вас и будет с вами. И он вам не соврал, он все сделает для того, чтобы быть с вами. А у других отыграется, что этот мужчина в вас влюблен, но, например, между вами еще ничего не происходило. Да? Может быть, вы только знакомы. Вот. И этот мужчина решил, что все должно быть по-честному. То есть он освободится от вот этого тяжелого бремени. И уже когда он будет свободен, тогда он начнет за вами ухаживать. Ухаживать, кстати, очень ярко и красиво. У него на этот счет очень активное мышление, да, и фантазии такие прям необычные. Прям покажет вам небо в алмазах, да, там дождь из лепестков роз. Там все красиво очень будет. Он вас будет добиваться, пока вы не ответите. Вы для него и роковая женщина, и последний лучик счастья, как-то так мне идет. Да? Вот он вас полюбил, и больше никакую другую женщину не
полюбит. Либо, в принципе, да, вот он никого никогда не любил, только вас смог полюбить. Вы что-то с ним волшебное сделали. Вот еще раз говорю, если бы не вы и не любовь к вам, этот мужчина уже бы давно, не знаю, загнулся. Вот как-то так не идет. Он и так, смотрите, буква «Зю» стоит, а так бы еще хуже было. Вы его второе дыхание. Вы его как единственный шанс на счастье. Конечно, он о вас мечтает. Конечно, он мечтает о полноценной жизни с вами. И он сделает все для того, чтобы эта жизнь случилась. И для него, и для вас, и для вашего совместного будущего. Там в будущем очень красивые картинки показаны. Вот красивое предложение. Там птичка счастья показана. Какие-то шикарные условия. И он вас прям удивляет и радует. Он вам такую рыбу большую выделяет. Прям красивая жизнь показана ваша с ним. Это ваше будущее. Он об этом мечтает, и он это точно реализует. Вот если вы ему не откажете, если вы согласитесь быть его женщиной, вы все это получите. Он как сказку сделает былью. Он такой, он может. В душе волшебник. Ну что, мои хорошие, я надеюсь, вы узнали того, о ком я говорила. Ну, а если не узнали, для вас это будет большой сюрприз. Просто по сторонам наблюдайте, кто разведется. Вот это он. Он сразу же к вам придет и начнет за вами ухаживать, вас добиваться. Вот он такой. Не отступит. Ну, разве что прям не пошлете в открытую. Ну, такого мужчину, я думаю, вы не пошлете. Он действительно очень хороший. И выглядит очень хорошо. И если его в порядок привести, то прям вообще как конфетка будет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.